что ж, спасибо. Мы тут немножко переформатировали наш зал, немножко он стоячий, но концерты, стейдж-дайвинг, все дела должны, стульев не должно быть, поэтому спасибо, что пришли, спасибо, что задержались. У нас впереди еще крутая насыщенная программа, ну, уже такая развлекательная, но перед этим, друзья, конечно же, хотелось бы официально завершить с высокой сцены, рассказать, как это было круто, как это было легендарно. И для разогрева специально для вас встречайте танцевальный коллектив Имко. Аплодисменты! Спасибо, друзья. Ну что ж, далее позвольте пригласить на площадку Козулину Александру, компания Драйвер. Всем привет! Есть тут те, которые с нами были с самого открытия. Вы прям геройчики, вы любимчики мои, потому что мы с командой здесь были с самого открытия. 2 дня мы готовили эту площадку специально для вас, для всех участников. И сегодня моя роль сейчас в том, чтобы всех отблагодарить, но у нас очень много людей, времени очень мало, поэтому просто слова благодарности тем, кто с нами сегодня был весь день. Это наши партнеры, это наши спонсоры, это наши спикеры, а их более 60 человек на 5 площадках. Хлопаем! Более 60 человек. Давайте их похлопаем. Они сейчас там в гардеробе, на ресепшене, здесь на площадке. Ребята, вы очень крутые, вы супер классные. И, конечно, модераторы, которые были на этих площадках, фокусировали все внимание на сцену. И их у нас немного, поэтому я их объявлю.
письмо. Николай Жирков, Коля. Благодарственное письмо. Тарас Егоров. Благодарственное письмо. Аина Наумова. Благодарственное письмо. Григорий Спидов. И благодарственное письмо. Анастасия Никифорова. Благодарственное письмо. Петр Гоголев. Ребята, я вас благодарю. Это классный праздник. Сегодня прошло супер крутое мероприятие. Первое IT-конференция Драйвикон. И мы это сделали. Давайте похлопаем. Спасибо большое всем участникам. Вы молодцы. Спасибо большое, Александра. Да, отлично. Это результат большой командной работы, поэтому позвольте еще раз аплодируем каждому. Это наши спонсоры и наши официальные и крутые друзья. Итак, внимание, ваши аплодисменты титульному спонсору Драйвер, генеральному спонсору ЕКТ и приятно замечательных официальных спонсоров. Поехали! Кинотеатр Азия, корпорация развития Якутии, рекламно-производственная компания Energy, компания Сентек, Дадо Пицца, компания Мафрест, Центр опережающей профподготовки, Квартал труда, Алмаз Энергетбанк и Маркет. Аплодисменты! Это Драйвикон, это круто! Ну что ж, волнительный момент и слово для завершения, заключительное слово, крутое слово. Позвольте пригласить на площадку, конечно же, генеральный директор компании Драйви Егор Сметанин. Всем привет, это раз-два. Привет еще раз, кто был на открытии. Кто был на открытии, еще раз похлопать, пожалуйста. Что хотел сказать? Я, если честно, в шоке, в легком шоке. У нас было почти 3000 человек. 3000, это же город, 300 тысяч у нас человек. Это же очень много. Давайте похлопаем, это вообще жесть. Что хотел сказать? Хотел сказать всем спасибо. Я надеюсь, я на открытии говорил, что сегодня две задачи. Первая — это вдохновить на какие-то смелые идеи, на новые открытия, на какую-то, чтобы получить какую-то пользу. И вторая — классно провести время. Я надеюсь, вы классно провели время, было интересно, было круто, было очень легендарно. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Егор. Ну что ж, официально это слово надо закрепить одним из слоганов, может быть, на баннере следующего фона. Это было легендарное историческое событие. Вы тоже стали участниками. Аплодисменты. Взбодримся. И на этом официально сейчас заканчивается, но начинается нетворкинг, начинается драйв, начинается музыка. Позвольте очень коротко пробежаться по нашему лайнапу. Прямо сейчас состоится почти что рок-фестиваль, потому что ребята играют живую, отличную, энергичную музыку. Итак, 17-й маршрут, аплодисменты. Группа Джан. Перед нами также сегодня выступят The Harridan. Также выступят замечательные ребята из группы Йопа. Не менее легендарные уже букет бумажных цветов. И, ladies and gentlemen, Elements of Dust. Ей, все ждете. Все эти группы сегодня выступят. Итак, дамы и господа, ребята, перед вами выступает группа 17-й маршрут.
Другая группа. Опа, ничего страшного. Тыкни мне, кто уступает. Так. А? Опа, ребята были третьи, но не надо быть третьим. Когда можно быть первым и открывать наш лайнап. Отлично, ваши аплодисменты. Перед вами группа The Harridan. Погнали! Всем привет, это группа Harridan. Сейчас ребята настроятся. Мы сегодня споем вам 3 песни. Одна якутская и 2 японских.
заново. Извините нас. Давайте еще раз. на всех площадках, можете послушать.
Привет всем, привет всем. Спасибо, ребята, вы молодцы. И вам всем понравилось? Отлично. У нас есть небольшой подарочек от нашего спонсора кинотеатра Азии. И передаю слово нашим друзьям. Небольшой подарок для всех вас. Спасибо. Здравствуйте. Кинотеатр. Раз. Для нас кинотеатр Азия совместно с группой компании Сетте сняли фильм. Режиссер фильма Джалусхан Андросов. Хочу передать ему слово. Собственно, хочу сказать пару слов про наш новый фильм. Это первый якутский мюзикл. Называется «Моя новогодняя история». Это будет первым, примерно за 15 лет, первым якутским новогодним фильмом. Мы сняли его достаточно молодежно, энергично и так далее. И сейчас перед вами хотим предоставить эксклюзивные кадры прямо сейчас перед экраном. Ну, понимаю то, что фильм новогодний, но закончили мы съемки только неделю назад. У нас Новый год примерно не такой, как у нас, типа, настоящий, а чуть-чуть сделали, можно ли это слово сказать, не знаю, американским, это, не знаю, чуть-чуть теплыми, поэтому фильм очень модный. Прошу, пожалуйста, вашему вниманию несколько кадров из нашего фильма. Под ваши аплодисменты. Спасибо. Премьера будет в новогодние праздники. Вам всем понравилось? Классно, классно. Продолжаем наш концерт. Спасибо нашим спонсорам и нашим друзьям кинотеатра Азия. Ребята, ждем команду новую. Группа 17 маршрут. Всем привет, мы группа 17 маршрут. Мы очень рады выступать на таком прекрасном мероприятии, как Грэмми-кон. Мы исполним для вас наши авторские песни.
Ну что ж, мы сейчас, да, вот давайте дадим немножко времени ребятам собраться. И, конечно, да, ждем нашего следующего артиста, нашего следующего гостя, который приехал, вот, надо всех нас поздравить и всех нас поприветствовать. Так, я вижу, сцена у нас свободная. Я, наверное, могу выйти, да, показаться. Всем еще раз привет. Да. Ну что ж, все, мне сказали, что мы уже готовы встречать нашего следующего гостя. Встречайте, дорогие друзья, наверное, многие из вас его знают, наверное, уже, если, может быть, не его лично знаете, наверняка слышали его треки, которые он исполняет. Если у нас сегодня, на самом деле, весь день, весь вечер полностью практически забит рок-музыкантами, рок-исполнителями, то будет одно исключение. У нас будет рэп-исполнитель. Дорогие друзья, Йопа! Добрый вечер, ребят. Давайте немножко почитаем рэп и поехали. Hi. Gün bola çıktı ola terketeledi gün Bayakıp sitaforun yanına kötü Günden doğramarı göründü İlle nohıca bın kıratı gün Kız getes ve işe teres Kız bagiyes kak Setes masını iha kumak Kıratı kılımlar Sitafor deli bunlar Tümü ulusan ha Burayı hal beni Joguz kay kuarata Sağın olur onun Tüce barım olgudan Kamayımak baby Şulagın soğuktan Köpsüber soğalarına Sınavın baka Burayı hal baby Joguz kay kuarata Sağın olur onun Tüce barım olgudan Kamayımak baby Şulagın soğuktan Köpsüber soğalarına Sınavın baka Buenas noches amigo Baby loco contigo Не надо интригу, ты как открытая книга Stand-up и бакини, реки бакини В теплом бигуаники, лänge så habibil Günün bu aktif, tüm adı donsuz Bugün sürebil, kuara dostum değil Cahillik arabınamda bir hürbeyt değil Cahil şapagayınca girere bittin Burayı hal baby Yeah, burayı hal baby Burayı hal baby Burayı hal baby Burayı hal baby Joguz kay kuarata Sağın olur bolan gece barım olgudan Kamayımak baby Şuların soğuktan Köpsüler sokalarına sınavın bata Йоу, спасибо! Следующий трек. Давайте немножко потанцуем, если не стесняетесь. Поехали, давайте. Йопа, дорогие друзья, бурные аплодисменты! Спасибо большое. Спасибо. Так, ну что ж, следующую группу... наверное, надо сразу позвать, чтобы вы настроились, подключились. Да, пока выходите, я буду чуть-чуть говорить. Да, вот так вот скромно ребята выходят.
Но следующая группа, которых вы достаточно, я просто 100% уверен, вы прекрасно знаете, группа, которая вот я лично узнал, по-моему, когда-то в прошлом году, по-моему, было, когда они вот во всех социальных сетях начали просто рвать и летать до своими громкими большими хитами. Про эту группу, да, про их исполнение, да, про их песни, насколько я знаю, даже писали, да, вот на федеральных каких-то каналах. Их песни, да, есть практически во всех музыкальных площадках, которые есть. Поэтому, да, ну, наверняка знаете, наверняка их слушали. Я прям уверен, что, скорее всего, даже есть фанаты этой группы. Наверное, пора сказать, да? Букет бумажных цветов, дорогие друзья! Да, ну, конечно, да, вот, мы же с вами еще покричим, да, обязательно, когда они еще, да, начнут выступать. А сейчас просто, да, вот, ну, сами понимаете, дело техники, да, необходимо подключиться. Вот, да, и... Ну, я по-моему, да, не договорил, но сами, да, вот, друзья, понимаете, то, что это издержки, да, вот, живых выступлений, то, что необходимо требуется тонкая настройка всей аппаратуры, всех музыкальных инструментов, тем более, вот, ну, надо, необходимо понимать то, что вот мы находимся в площадке, да, вот, в бетонной, и тут тоже, да, настройка тоже очень-очень важна, чтобы полностью насладиться, да, вот, именно тем звучанием, которое, собственно, и должна быть. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз бурными аплодисментами встречайте букет бумажных цветов! Всем привет, привет, ребята! Как у вас настроение? Супер! Готовы танцевать, веселиться? Ну тогда мы начинаем.
Европа, следующая песня Юрьевка. Спасибо вам большое. На самом деле жестко. Долгое время у нас не было такой большой аудитории. Давайте похлопаем друг другу. Вообще, что сегодня все собрались в этом зале. Эй! Следующая песня Барсов.
все это оттанцуем. Последняя песня «Любимый». Мне кажется, здесь стало гораздо жарче, чем было, да? Так. Ну что, дорогие друзья, это еще не все. Мы с вами идем дальше. На этом пока еще не все. Так, да, у нас тут... Тебе, наверное, можно выбрать где-то музыкальность, да? Что я рассказывал? Дорогие друзья, у нас на самом деле сегодня помимо тех артистов,
музыкантов, которые у нас сегодня выступали, которые приветствуют нас. У нас есть человек, который вот непосредственно прям очень сильно, прям плотно связан с музыкой. Это Кирилл Третьяков, дорогие друзья. Это основатель и директор Дома музыкантов. Вот кто знает Дом музыкантов? Похлопайте. Да. Между прочим, если я не ошибаюсь, именно с Дома музыкантов у нас как раз таки начала группа «Букет бумажных цветов». Поэтому да, ну какой-то на самом деле очень большой такой вклад все-таки это предприятие внесло свое. И прямо сейчас, да, вот пока у нас все-таки, да, вот, я сейчас вообще иду. Да, прямо сейчас, пока у нас идет, сам скажем, да, подключение аппаратуры, все дела и так далее, Кирилл вам совсем чуть-чуть немножко расскажет про историю якутского рока. Даже Кирилл. Все, давайте похлопаем Кириллу. Спасибо. Очень символично рассказывать про историю якутского рока в то время, когда Elements удастся готовиться к выступлению. Вот, я могу сказать, как человек, который около 20 лет в якутском роке находится, и с 12 лет играю на гитаре, большой фанат тяжелого рока, съездил на концерты Металлики, Пантеры, Субкультуры, Deep Purple и очень прочих групп. Это, ну, я прямо вообще болею музыкой с 12 лет. И могу сказать, что сейчас якутский рок проживает 4-ю волну такого развития и находится, можно сказать, на своем пике. И мы еще дальше видим, куда идти. Вот, мое вот это короткое выступление, наверное, хотелось бы посвятить тому, что каждый из здесь присутствующих может также качать энергию, как и ребята, которые сегодня перед вами выступали. Во-первых, потому что есть Дом музыкантов, есть другие образовательные учреждения, которые предоставляют услуги по обучению на гитаре, барабанах, бас-гитаре, фортепиано и так далее. Вы можете научиться этому. Нету абсолютно никаких причин, чтобы не делать то, что вам нравится. Да? Это первый момент. А второй момент — это то, что нашим якутским рок-группам сейчас для того, чтобы выйти на следующий уровень, необходимы музыкальные менеджеры. И здесь есть очень много талантливых людей, которые обладают там системными навыками и так далее. Вы все можете, кто-то из вас, если вас тянет сюда, вы чувствуете, что здесь очень классная энергия, как у ППЦ, например, вы можете стать менеджером этой группы. Для того, чтобы это сделать, вы можете написать в Дом музыкантов и сказать: я хочу быть менеджером. Вам тогда дадут мой личный контакт, и я вас познакомлю с ребятами, чтобы вы могли познакомиться лично с каждым. Так, окей, хорошо. Есть кто-нибудь, кто бы хотел попробовать себя в роли менеджера группы, продюсера, познакомиться, затусоваться в рок-тусовке и так далее, познакомиться с музыкантами? Да. Ну, в общем, если что, такая возможность есть, это важно. Хотел бы рассказать немножко про группу Elements of Dust и ВБЦ тоже. ВБЦ, ребята, музыканты начинали, многие из них проходили через Дом музыкантов, делали свои первые шаги в нем. И, ну, знаете, типа, я не хочу сейчас просто рекламировать музыкальные занятия, я могу сказать, что вот, вот я, например, руководитель организации. Да, я вот сейчас стою на сцене, мне здесь нельзя вести себя каким-то образом, я не могу сейчас превратиться в обезьяну, да, хотя очень хочу, иногда вот хочется прямо стать обезьяной, да. А вот в творчестве можно быть обезьяной. И творчество — это такое пространство, в котором вы можете безопасно быть любым. И когда вы, например, там, такой брутальный альфа-самец, который вынужден быть очень деликатным со всеми, но хочется выгулять свою брутальность, вы можете играть тяжелый рок. Если вы, допустим, очень собранный и такой весь скрупулезный бухгалтер, там, предприниматель, например, да, вы можете играть там ска-панк, например, да, там, допустим, и как бы быть разным в этой жизни. И залипать в одну роль, быть всегда каким-то одинаковым, это очень скучно и стрёмно, я так считаю. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что сейчас у нас якутский рок развивается, это еще один из способов для того, чтобы вот вы, каждый из вас мог найти себя даже. Потому что многие из нас теряют себя в течение жизни и становятся какими-то скучными скуфами там, и так далее. Вот, я предлагаю вам окунуться в мир творчества и рок-музыки, танцев, там, всего такого клевого. Вот, поэтому хотел бы призвать вас к тому, чтобы позволить себе побарабанить, отбарабанить все свою злость там, и наконец-то расслабиться. Вот. Если рассказывать про группу Elements of Dust, то у нас тут Берген на бас-гитаре. Это просто, я сейчас здесь стою
и волнуюсь быть с ними на одной сцене, потому что это реально очень группа мирового уровня. Да. Артур Багарысов на барабанах. Вдвойне приятно. Да, мы с Артуром знакомы с 2019 года, он к нам пришел, когда учился в 10 классе, и вот влился в тусовку, и сейчас, спустя нам, сколько, 6-7 лет, он уже является профессиональным барабанщиком мирового уровня, я могу это вообще вот спокойно сказать, очень крутой барабанщик, я им безумно горжусь, и он работает сейчас в театре эстрады, прямо, ну, работает, и параллельно играет в группе «Самое время», с виртуозами из высшей школы музыки, да, вот, аплодисменты Артуру, пожалуйста, для человека заслуживает. Эрчим, гитарист группы Elements of Dust, аплодисменты. Он преподает гитару, очень приятный и в общении очень такой человек, на которого можно положиться. Вот, да, очень рад тоже знакомству с Эрчимом. И Бичил Микумянов, гитарист, аранжировщик, человек, который очень много делает для якутского рока. Он свел очень много альбомов, записал очень много композиций якутского рока и, ну, человек, который действительно живет музыкой. Когда-то лет 10 назад мы делали симфорок, концерт рок-музыкантов с симфоническим оркестром, первый концерт такой был. И там Бичил, тогда еще 19-летний мальчик, выступал, и я помню, как на репетиции он сыграл композицию свою, авторскую, и оркестр из профессионалов, из 65 человек просто встал и стоя аплодировал ему за то, что вот этот самородок, который сам самостоятельно обучался играть, он, ну, настолько виртуозный, и для меня это тогда было очень-очень приятно, ну и, наверное, думаю, для Бичила тоже. Вот, мы вместе с ним, кстати, в музыкальном училище учились 1 год или полгода там вместе. Что еще? Ну, в прошлом году мы выступали на концерте в Монголии, на фестивале. Да, и я играл на ритм-гитаре, Мичил на соло, Артур за барабанами. Это был очень счастливый момент с группой Nelly Berry. Вот, так что наши ребята сейчас активно турят, они ездят по России, СНГ, Китай, Монголия, Япония, там, и так далее. Поэтому, ну, как бы, вот сейчас вы являетесь частью вот этого нашего очень крутого рокерского движения, чему, ну, наверное, может быть, стоит быть радым, потому что, ну, быть в одном месте с талантливыми людьми, это всегда супер приятно, согласитесь. Поэтому аплодисменты группе Elements of Dust. Все? Да, спасибо за внимание. С вами был Кирилл Витьков, Новый Музыкантов. Приходите, занимайтесь, наслаждайтесь жизнью. До свидания. Так, ну что, мы готовы? Рустам? Все, отлично. Ну, Кирилл, да, уже очень много рассказал. Я, на самом деле, у меня нет ничего вообще абсолютно, чтобы я добавил, да, вот, про уже, на самом деле, очень большую, да, вот, я бы сказал, уже, не знаю, прям очень большую значимую группу в нашей, да, вот, якутской эстраде, да, вообще сцену музыки. Единственное, что я хочу сказать, у ребят, у группы Elements of Dust 16 мая состоится сольный концерт совместный с оркестром. Да. Поэтому всех тоже призываем, всех зовем, подписывайтесь на все их соцсети, там вся информация есть. Ну и все, еще раз, аплодисментами встречайте Elements of Dust!
Ну что ж, дорогие друзья, бурные аплодисменты Elements of Dust! На самом деле, да, группа, которая не нуждается ни в каком представлении. А я еще раз напомню, что 16 мая у Elements of Dust состоится сольный концерт совместно с оркестром. Всю подробную информацию вы сможете найти в их социальных сетях. Но, дорогие друзья, пока не расходимся, это еще не все. Это еще не все. У нас есть еще одна группа, которая да, вот, готова для вас сыграть. Да, и мы, конечно, да, вот, ну что делать, тут это не надо ждать, пока у нас ребята подготовятся. И сейчас, да, вот на сцену сюда залетит следующая, да, вот, и она уже будет наша группа. Не то, что последняя, скажем, крайней группой, закрывающей, да, наши сегодняшние вечера. Давайте еще раз аплодисменты Elements of Dust! Спасибо большое, ребята! И на сцену выходит, да, вот последняя, последняя, крайняя, да, группа, да, выступающих на сегодняшний наш вечер. Молодая группа, да, вот, дорогие друзья, поэтому вам нужна будет, то есть вам нужна будет, им нужна будет ваша поддержка, потому что вы сами понимаете, да, какое давление выступать после Elements of Dust, нифига себе. Поэтому, да, ребята немного волнуются. Поддержите, да, похлопайте, пожалуйста, да. Поддержите, ребят. Отлично. Так, все, да, у нас Рустам вышел со сцены. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу представить вот группу, которая у нас завершит нашу концертную часть, да, вот нашей сегодняшней конференции Драйвикон. Группа Jam, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты!
Ну что ж, дорогие друзья, бурные аплодисменты, группа «Джамп». На этом, да, наша концертная часть нашей конференции «Драйв-икон» подходит к концу. И прежде чем, да, всем нам уже разойтись по домам или кто куда, я бы хотел бы самое последнее слово передать руководителю проектов компании «Драйви» Алексею Степанову. Спасибо, Егор. Дорогие гости, без долгих слов хочу просто сказать человеческое спасибо всем нашим организаторам, партнерам, спонсорам, команде Драйви, команде ЕГТ, команде Ранков. Вы это сделали? Давайте похлопаем еще раз. На этом Драйв-икон объявляется проведенным, завершенным, закрытым. Спасибо.